Так, короче, вон, смотрите. Вот труба. Надеюсь, видно. Тут я, как сказать, длиной набивал, чтобы вот этот конденсат не выходил. Но это не помогает. Я сейчас вычистил вот этот угол вот до дна. И сейчас у меня задача там просверлить сверлом. 8 миллиметров сверло привез. И надо мне просверлить вот этот лист, как бы, ну, эту плиту, вон там. И если получится просверлить мне это, конденсат будет идти внутри трубы, выходит и дальше пойдет в отверстие, чтобы он уходил в печь. В данный момент конденсат проходит по трубе и наполняется, и здесь она выходит на плиту. Такая беда. Это действительно, блин, так нехорошо. Не знаю, смогу ли я вообще просверлить это, но буду пробовать. Купил вот такое сверло с титановым покрытием на 8,2 8,5. Не знаю, первый раз буду сверлить их. Надеюсь, получится. Фу. Не берет.
Даже и вообще не берет. Неужели просверлил? Но немножко застрял сверло. Короче, ребят, вон сверло. Просверлил, как ни странно. Я думал вообще не смогу, но нормально. Я смог, но сверло застряло капитально. Ни туды, ни сюды. Чем-то снутри, что ли, отбить, буду думать. Так, вот такое отверстие. Думаю, вполне достаточно, но не знаю, может еще одну просверлить. Хотя одной достаточно вроде как. Сейчас уже вся шняга будет течь в печку. Ну, сверло вытащил. Сверло вытащил. Все в порядке. Так, ну вот смотрите, ребят, просверлил два отверстия. Сперва одну, потом взял и еще вторую просверлил. Хорошо, что болгарку взял, потому что сверло титановое, но все равно, как ни крути, притупляется. И несколько раз болгаркой я затачивал вот это сверло. Вот. Ближе посмотреть вот так. На глаз так примерно заточил. Вот, ну и еще вот тут одну дырку просверлил. Как бы, если что, пускай там тоже протекает. У меня как бы двойной потолок. И если здесь конденсат будет накапливаться, в эту маленькую дверь будет выходить. И заодно еще одно сверло, одну дырочку туда просверлил. Ну сейчас, думаю, уже это проблема сейчас исчезнет. Блин, я не знаю, больше уже придумать-то уже нечего. Я спрашивал вас, что можно сделать в прошлом походе. И, ну, советы только были, что чтобы я вот тут просверлил отверстие, чтобы тяга была, и еще. Но это не надо, у меня вот, смотрите, регулировочная. Хочешь там большая тяга, будет. Я сделал именно плотную дверь, чтобы тяги вообще не было, чтобы это, дрова чтобы тлели. Вот, а когда тлеет дрова, тогда конденсат получается. Вот и такая фишка. Вот. Ну, посмотрим. Сегодня переночуем, как себе покажет эта печка, что выкинет на этот раз. Вот. Сейчас я как бы и герметиком тут я мазал, чем только я не мазал. Сейчас я из жестянки что-то придумаю, сюда какую-нибудь прокладку, и потом глиной также закрою. Вот. И все. Буду затапливать, греться. Сейчас надо этот выключить. Как же, генератор. И обязательно надо сразу закрыть крайник. Дождь идет, не прекращается. И я не знаю, до завтра может такая погода будет. Я хотел еще дрова заготовить, но смысла я не вижу сегодня что-то в лес куда-то заходить, возиться с дровами. Сейчас сыро,
следующий раз приеду, этим займусь. Надо запас дров сделать. Вон там сломалось дерево, надо посмотреть. Там на этот валежник можно спилить. Сейчас не буду туда идти. Блин, сыро, честное слово. И на крышу надо подняться, вон там проблема тоже, вон. Видите, снегом задавило, придавило или фиг знаю, что случилось там. Или кто трубу чистил. Ну, там охотники лазили туда. Или... Ну-ка попробую так. Не, надо подняться и... О! Если все так и... Или снегом придавило, или же, возможно, даже, что человек туда наступил и так получилось. Сейчас встал на свое место. Надо потолще жестянку туда, второй слой еще привезти. Пипец погода. Честное слово. Нелетная сегодня. Блин, второй слой надо туда. Еще. Да, что-то надо придумать. Что-то будем думать. Все. От сажи немножко почистил там. Тут золу еще надо собрать. Ой, кого привезти надо. Ну вот, ребят, тут такой желоб сделал, как бы там под этим жестянкой, там пространство, чтобы вот эти два отверстия, как бы не забивалось ничем, там, чтобы вода все время стекала. Ну, примерно так. Сейчас еще глиной я это наполню и буду затапливать печь. В любой момент я могу открыть. Для этого жестянку тут сделал такую, чтобы открыть, там посмотреть, почистить. Не знаю, что получится. Другого варианта просто я не вижу. Если только разобрать печь, отвезти домой и сваркой переварить там трубу. По-другому сделать. Думаю, все нормально сейчас будет. Все ништяк должно быть.
Сейчас гуси тут пролетели вон ту сторону, высоко. Я не знаю, вот если посмотреть, тут север. Тут получается северо-восток. Вот именно на северо-восток все время летят. Осенью оттуда летят. Вот этот маршрут у них каждый раз. Не знаю, там может мощные болота, или я не знаю, куда они туда, в сторону Усть-Кулова, Диощорья, вот в ту сторону летят. Ну, штук 15, наверное, было. Сейчас немножко хоть дождь перестал. Посмотрю там. Это сломанное дерево. Что за дерево там? Ну да. Дерево сломалось. Надо спилить. Труха вообще. Пустота. Сейчас этим тоже не буду заниматься. Это в конце мая приеду. И обязательно эту древесину я спилю. Спилю и куда-нибудь буду складывать. На всю осень тут дрова. Мощное дерево. До хрена дров будет. Так. Сейчас возиться, она сырая, блин. Не к спеху мне. Мне, в принципе, не к спеху. Но этим я займусь обязательно. Дрова заготовить надо на осень. Снег еще лежит. Смотрите, сколько воды тут. Гнилое место оказалось. Так, ну, в принципе, все ровно стоит. Даже и не надо заморачиваться, что вот надо менять, там где-то развалилось что-то. Поддерживаем пока так. Все отлично. Все. Затапливаю печку, надо греться. Вон она, вода. Прям тут. Видно по озеру тут лыжами ходили. Я там зимой не ходил, это рыбаки тут ходили. Я приходил один раз только и все. И то другими путями ходил, не по озеру. Так, это решетку еще прибить надо. Так, ну сперва, наверное, затоплю печку. Проблем 0. 0 проблем. Почему доски сюда прилетели?
Прилетели к нам грачи. Та-на-на-на, богачи. Дымит. Но смотрите, какая высокая труба. Но снега больше этой высоты трубы. В этом году тоже кто-то залазил, там чистил трубу. Снега очень много в этом году, конечно, было, в эту зиму. Вот так. Поставить чайник. И все. Куда пойдешь в такую погоду? Будем сидеть дома, в избе. Самое главное, основное, свою задачу я выполнил сегодня. Здесь еще территорию немножко убрать. Граблями уберу. Кирпичи, конечно, отсюда тоже надо куда-нибудь под навес. Ух, фурычит. Ништяк. Сейчас сетку прибить надо еще.